Друзья, рада вас приветствовать на моем канале. С вами Ольга Быстрова. Предлагаю вам прогноз на неделю с 11 по 17 мая 2020 года для скорпионов. Посмотрим, что ждет на этой неделе, какие события будут происходить. Итак, основные события, которые самое решающее значение будут иметь, происходят по карте старшего аркана «Справедливость» или «Правосудие». Карта говорит о том, что могут вполне быть очень важные какие-то договоренности. Здесь может быть и заключение брака, расторжение брака, а здесь может быть там подача документов в суд или даже уже получение результатов от судебных разбирательств. Любые юридические вопросы здесь решаются. Если, допустим, у вас работа связана с консультированием, когда вы один на один работаете, то вполне возможно это будет тоже осуществляться, да, это будет важно. Может быть, здесь работа с психологом или работа, связанная с определением каких-то обязательств, обязанностей и так далее. Но вообще у нас карта «Справедливость», она говорит о последствиях каких-то наших прошлых дел. То есть мы на этой неделе получаем то, что заслужили. Карта говорит о том, что скорее всего, если, допустим, на этой неделе будут происходить какие-то неприятные события, трудные события, значит, мы не соблюдали каких-то договоренностей или не выполняли взятых на себя обязательств. Давайте посмотрим, с чем больше всего это связано. Больше всего это связано с работой. Больше всего это связано с творчеством и тем, как мы проявляем свою индивидуальность. Если, допустим, мы кого-то обманули, да, это может выйти на поверхность, или, допустим, манипулировали каким-то человеком, тоже это может нам как-то вернуться на этой неделе. Теперь посмотрим, что еще за события нас тут ожидают. Посмотрите, у нас 4 старших аркана выпало у скорпионов на эту неделю, то есть это очень важная неделя, и события, которые происходят, их очень сложно отменить, да, то есть они уже в пространстве вариантов уже созрели, да, как наше будущее, и они уже происходят здесь во что бы то ни стало. И у нас карта умеренности еще как событие. Это тоже карта, связанная с судами, юридическими разными делами. Здесь может быть преподавание, обучение, но только уже на таком более высоком уровне. Либо это дело, которое мы изучаем, нас очень глубоко интересует, очень нравится, очень важно для нас и так далее. Может быть, по этой карте принятие ситуации, да, если, допустим, особенно это какие-то сложные ситуации по правосудию происходят, нам желательно на этой неделе понять, что мы это заслужили для того, чтобы не усугублять положение, скажем так. Что еще тут можно сказать? Эта карта, связанная с заграницей, с зарубежными партнерами, с иностранцами, людьми, которые далеко живут. И, может быть, здесь решаются какие-то важные дела. Может быть, допустим, откладывалось путешествие, поездка, теперь, может быть, будет разрешение. Или, может быть, кто-то эмигрировать собирался, потому что старшие арканы, да, вполне возможно, что здесь появится возможность такая, да. Карта, которая связана очень часто у нас с лечением, да, то есть здесь у нас человек, который лекарства такие наливает в чаши, да, либо фармацевтика. Может быть, эта карта, связанная, там, допустим, с поварами, кто-то, может быть, готовит на какое-то большое торжество, да, то есть закупают там продукты и готовят из них пищу и так далее, да, очень важные какие-то мероприятия, которые мы до мелочей должны продумать, чтобы все прошло очень хорошо. Ну и, конечно же, это карта нашего ангела-хранителя, то есть особенно в сочетании с картой правосудия, она очень хороша, то есть получается так, что у нас есть защита, у нас есть заступничество и удача есть, особенно если мы правы, особенно если мы этого заслуживаем, все поворачивается в нашу пользу.
Что еще может быть по этой карте? Может быть сдача экзаменов, может быть посещение каких-то курсов, получение дипломов. Кстати, может быть будут сбываться какие-то предсказания там тарологов, астрологов, или может быть сны, которые вам снятся вещи вот на этой неделе, они тоже сбываются, и стоит на них обратить внимание, они как предупреждение. Так, что еще может быть? Может быть, покупки какие-то очень важные, крупные, статусные и так далее. Может быть, даже это покупка там, тура, да, для путешествий или поездки какой-то, ну, билеты на поездку. Теперь у нас карта башни еще. Карта башни, скорее всего, говорит о снятии ограничений, потому что у нас сейчас действительно ситуация, связанная с тем, что мы не можем, допустим, выходить на улицу, пользоваться как-то свободой своей, да, то есть мы все время в 4 стенах, и вот, скорее всего, здесь заканчивается этот карантин, и мы, наконец, можем идти туда, куда хотим, и заниматься тем, чем хотим. Это с одной стороны. С другой стороны, здесь может быть вот именно под действием каких-то событий разрушение, да, чего-то в нашей жизни, то есть что-то старое, ненужное, оно уже уходит. Это может быть, кстати, кризис во время болезни, да, за которым следует выздоровление. Это может быть, допустим, проблема на одной работе, да, и увольнение возможно, и тут же вы можете восстановить, ну как бы вы можете получить другую работу, потому что башня, она всегда дает возможность восстанавливаться, да, то есть у нас фундамент сохраняется, даже если башня у нас взлетит на воздух, все равно фундамент остается, на котором мы можем снова строить все, да, и мы помним, что уходит только лишнее, ненужное, и уходит только то, что нам мешает развиваться, жить и так далее. То есть, может быть, это и сложно принять, да, поэтому у нас такая комбинация карт, но это возможно. То есть, первый шок, может быть, пройдет, и дальше уже можно оценить ситуацию, понять, что все заслужено, что все правильно и верно, и уже делать какой-то выбор в своей жизни вот по влюбленным. Кроме того, башня у нас может говорить о каком-то назначении на высокую должность. Это может быть продажа дома, квартиры. Это может быть, знаете, ну, про выздоровление я сказала, это может быть диагноз какой-то, да, допустим, может быть, раньше был неправильно поставлен, а сейчас правильно поставили и выздоровление. А может быть, какой-то результат, которого долгое-долгое время ждали. Может быть, какие-то вот цели и планы, которые вот были ранее поставлены, они разрушаются, но нужно это все перестраивать. То есть новое что-то, новые цели, новые планы, новое направление. Что-то со статусом с нашим меняется. Может быть, кто-то вступает в брак, у кого-то родится ребенок, кто-то меняет свою должность. В общем, что-то очень важное происходит у скорпионов на этой неделе. И по влюбленным здесь может событие говорить напрямую, то есть, возможно, у вас в отношениях будет все очень гладко и будет как бы возобновление чувств любви, да, вот обновление какое-то, если вы уже в паре, если вы без пары, тут можете встретить человека очень вам подходящего, свою вторую половинку. Если же мы говорим о делах, да, то здесь выбор какой-то у нас предстоит очень важный, вот в связи с тем, что происходит в жизни, какие-то коренные перемены, какие-то очень важные события, которые влияют на нашу жизнь, и мы все-таки должны выбрать. То есть все равно от нас здесь много зависит. Карта говорит о том, что есть у нас несколько путей для того, чтобы продолжить свою жизнь. Да? То есть это, ну, как бы у нас обнуление произошло, но дальше мы выбираем, в какую сторону идти. И вот даже сама судьба и Вселенная нам помогает выбрать правильный путь. То есть нужно прислушиваться к интуиции, к тому, что говорят другие люди, потому что эту карту часто связывают с близнецами, а это значит общение, коммуникации, ближний круг и так далее. Вот, в общем, информация, общение очень сильно могут повлиять на наше решение. Да? Давайте посмотрим, что будет в отношениях. Те, кто в поиске партнера, карта говорит о том, что вот может быть новая встреча. Здесь вот как бы полное соответствие. Человек новый, ситуация новая, причем очень скоро. А теперь
Для тех, кто в паре, карта говорит о том, что вы, скорее всего, либо одним делом занимаетесь, либо увлечены на этой неделе своей работой, своим развитием, профессиональной деятельностью, а может быть, с какими-то препятствиями столкнулись и, как сказать, разбираете это все, а может быть, по этой карте и ревность. Да? Еще эта карта может говорить о том, что один из партнеров может манипулировать другим, и здесь предупреждение, что будет, если это, как бы позволить себе. Ну, тогда ваша жизнь изменится очень сильно, то есть манипуляции и ревность лучше убрать из отношений на этой неделе. Для тех, кто в ссоре, шестерка бубновая, это карта удачи, это карта перемирия, это карта всего самого лучшего, что только может быть. Новые возможности, новые надежды, любые ситуации разрешаются положительно, да, вот очень у вас здесь все ладно и хорошо. Для работы, те, кто в поиске, девятка пиковая говорит о том, что ситуация стабилизируется. Скорее всего, вы зацепитесь за новую работу и сможете на ней довольно-таки долго продержаться. Для тех, кто работает уже, какой-то новый круг обязанностей, новые, может быть, инструкции какие-то, или даже, может быть, новая работа, может быть, вступление в должность, что-то очень важное такое происходит у вас. Для тех, у кого свое дело, десятка трифовая говорит о каких-то больших деньгах, финансовых потоках, сделках, банковских деньгах и так далее. Кстати, вот с недвижимостью тоже сделки здесь могут быть. Если особенно это ваша работа, то вообще очень удачная неделя. Так, что еще может быть? Может быть, вы будете вкладывать в бизнес личные средства. Вы можете использовать, наоборот, финансы бизнеса на личные средства. В общем, карта говорит о том, что нужно контролировать финансы, которые вы вкладываете, чтобы только все разумно было и при поддержке, наверное, других людей, которые вот имеют власть. Для тех, кто на зарплате у нас, карта говорит о том, что можно получить всю зарплату целиком. Может быть, у вас будут какие-то перемены именно в вашей зарплате. Скорее всего, вам об этом сообщат. Для тех, у кого свое дело, карта прибыли от коммерческих сделок, от посреднических сделок. Карта говорит о том, что успех в индивидуальном предпринимательстве, именно денежный. Что еще может быть? Знаете, может быть, если у вас, допустим, был партнер, вы, скорее всего, захотите отделиться, чтобы бизнес был только лично ваш. Или если, допустим, какое-то рискованное предприятие, карта предупреждает, что нужно все продумать и просчитать. И на риск идти только тогда, когда у вас есть какие-то запасные пути, выход, если вдруг вы проиграете. Теперь посмотрим совет на неделю. Карта говорит о том, что нужно проявлять активность, проявлять свои индивидуальные качества. Если это работа, то по призванию. Если это как бы семья, то это ответственность полная на вас и так далее, и так далее. То есть, как бы по максимуму, да, нужно действовать, ставить высокие цели и поддерживать в себе такой, как бы оптимизм, состояние счастья. Может быть, даже придется над этим поработать. Друзья, желаю прекрасной недели, желаю, чтобы только самое лучшее сбывалось. Всего вам доброго, до новых встреч.